Дорогие друзья, у настоящих огородников сейчас прям вот самая настоящая горячая пора, потому что посажено очень много культур. Так вот, как ухаживать и как вообще обеспечить очень грамотный уход за этими культурами для того, чтобы потом осенью радоваться, ну и не только осенью, а уже вот с середины лета радоваться хорошим урожаем. Сегодня мы снова у нашего замечательного спикера. Мы снова в гостях в усадьбе у нашей замечательной Маргариты Васильевны Карповой. Маргарита Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Перевалка и пересадка. Пикировка. Пикировка. Что это такое? Давайте вот в двух словах объясните, пожалуйста. Ну вот, как правило, мы первую сразу посев делаем или в маленькие плошечки. Сразу весь сорт высаживаем в маленькую посудину. Ну, это вот помидоры в основном мы можем так садить, потому что они как бы выносят обрыв корневой системы, и мы их потом можем отсюда рассаживать. Но я часто пользуюсь еще такой системой, когда я их рассаживаю сразу по одному-два семечка в отдельные стаканчики, и они теперь вот им тесно становятся, и их необходимо просто пересадить, то есть перевалить в другую посуду более попросторней. Помидоры как бы тоже выдерживают эту пересадку, корни можно повредить, но корни повреждать меньше всего нужно у перцев, вот их лучше всего садить вот в такие стаканчики, небольшой объем. Ну, места же, как не секрет же, места у нас ни у кого не хватает на окнах, это проблема большая. И вот баклажаны тоже так же пересаживаем, садим по одному-два семечка, потом один выдергиваем просто, получше кустик оставляем. И они вот так подрастают, вот уже, видите, корни полезли. Это уже значит, пора менять посуду. Это баклажанчик? Это баклажанчик. Вот посуду пора менять, у него корни полезли. А посадили вы это все в марте? Это баклажаны и перцы я сеяла вообще в феврале, потому что я собираюсь посадить в теплицу, потому что надеюсь, что весна все-таки позволит где-то уже начать хотя бы к середине мая туда высаживать. Ну и у меня тепличные помидоры тоже примерно того же срока посадка. Но особенность такая, посмотрите, почему у них начало фиолетовое? Вот, смотрите. Ну вот, смотрите, вот эти очень теплолюбивые, я их никуда не вытаскиваю, а эти у меня, они уже и в тепличке поночевали. Тут, говорит, зачем так рано? Вот такая рассада, она очень жизнеспособная. Посмотришь, корень уже крепкий, синий. Если пойдет так дело, да, наверное, вы и в минусовую температуру будете Они у меня практически в минусовой там и сидят, они иногда обмерзают, но я им в этот раз не дала, потому что очень длительный период пониженных температур. И я их уже перетаскала обратно в тепло, чтобы спать ночью спокойно. Потому что беда большая, что надо ночью идти, температуру смотреть. Я держала, помоложе была, я держала их и в минус 15 там, они стояли, они прекрасно там ночевали. Он же короткий промежуток получается этой ночевки. То есть вот такой вот метод закаливания. Ну вот я уже и рассказывала, что вот к тому, что холодовое воспитание меня это случай привел. А что вот оно дает, такое, ну, смена такая резкая температура? Ну, при такой вот смене температур не растет сильно верхушка, развивается корневая система. То есть растение изо всех сил он не старается растить свою корневую систему. Да. То есть зеленку нам не дает вот такой способ, да? И тут получается торможение, да, зеленую массу не дает. И, конечно, стебель у нас становится более крепкий. Когда будут завязываться первые цветы, то и первые плоды, они более способны выдерживать их лучше. Потому что на изнеженном, светлом, таком аж светло-зеленом стебле цветочки сразу могут, даже не расцветая, засыхать просто. Там питания им не хватает. А это вот растение, тут немножко ему не хватает. Почему он так синеет? Ему немножко не хватило питания. Он хуже усваивает микроэлементы, и вот он тормозится немножко. Ну, я их пересаживаю, через неделю я их немножко подкормлю. Но я к тому времени уже их вынесу, надеюсь, в теплицу. Все-таки вот уже ждем тепловой. Подкормка там какая будет? С этой аюти или что-то другое? Ну, я сейчас и этой эмбиотой подкармливаю, но здесь я немножко вынуждена буду им дать этого фосфора, потому что вот это вот показывает, что они хуже усваивают фосфор. Фосфор нужен, они весь его потратили на формирование корневой системы, им уже его не хватает, надо будет его давать. Значит, сейчас будет происходить процесс перевалки. Перевалка – это очень простой процесс. Мы из маленького стаканчика, я их не сильно поливаю,
Они у меня даже, он подвялый стоит. Потому что они так меньше ломаются, когда их оттуда вытряхиваешь из стаканчика. Но мы знаем, что вот сама земля у Маргариты Васильевны очень такая интересная. Здесь очень много песка. Как он называется? Вермикулит, агроперлит, я вот добавляю агроперлит. Да. Она такая легкая, песчаная. Вот. Такая пушистая почва была, да? Вот она. У нас, смотрите, она вообще легкая. Легкая вот. Совсем, потому что это в магазине продают, она тяжеловатая, и она мокнет сильно. Там торфа много. И вот то есть вот эти вот белые крапинки, это и есть... Это перлит. Перлит. Это перлит. Перлит, который нам дает возможность... регулирует влажность. В воздухе, да, чтобы воздух был. Да, и воздух, проницаемость воздушная идет, потому что она все-таки объемная, объем создает. В общем, растению нужно, в общем, чтобы земля была такая немножко рыхлая. Раньше перлита не было, один песок было, и то хорошо, но я песка еще могла побольше насыпать. Но все-таки сейчас вот растения больше требуют питания, потому что детский возраст у них вышел, у них сейчас начнется формирование плодовых кистей, им уже побольше питания надо. Из-за этого я их пересаживаю в емкости уже, вот большая, побольше емкость, значительно побольше, поскольку эти растения не комнатные цветы, они набирают корневую систему довольно быстро и осваивают эту емкость побыстрее. Особенно после подкормки. Да, если подкормить, они начинают очень бурно расти. Как вы это делаете? Давайте покажем. Так, вот из этих стаканчиков она не очень хорошо вываливается. Главное, чтобы не сломать. Да, вот беру его между пальцами, чтобы он туда. И он, ах ты какой. Не хочет. Так, а как-то помочь можно там ножичком? Да, я его давлю. Да, тут бывает. Сейчас мы его вытащим. Все, полез. Вот. Вон они сухие, они из-за этого... Вот корешки. Значит, корешочки, посмотрите, вот какие корешки они. уже тут начали плестись на донышке. И мы его садим. Вот помидор мы можем посадить, мы можем его совсем заглубить. Вот садим, там земли я насыпала. Вот видите, как можно совсем немножко. Горшочка. Да, четверть горшочка. Практически совсем глубоко его ложу. Потому что помидор лучше засыпать по самые уши, как говорится. Вот до семидольных листочков смело можно засыпать его. Он активно дает корни. Поэтому помидор мы примерно так вот садим. Можно глубже еще садить. Семидольные это почему? Семидольные это листья, которые шли от семян. Еще что делают, когда рассада начинает тянуться, я на это тоже попробовала, работает, но не очень. Вот эти семидольные, если рассада сильно тянется и нет условий таких, чтобы на холод, семидольные просто убрать, обрывать. У него стресс, он перестает как бы расти, у него питание надо от корней брать. Эти первые листики, это его первые желудки, которые помогают осваивать. Понятно. А их не уберешь, и растение начинает как бы тормозить и перестает вытягиваться. Вот мы его сейчас уплотняем землю поплотней. Вот. Интересно. Мы его вот какой сорт помидоров? Это у меня смурфики. Смурфики? Смурфинка. То есть они маленькие будут, да? Ну, плоды сами небольшие. Вот когда мы бываем осенью у Маргариты Васильевны, чего только нет. Мы однажды, я даже подумала, что это были яблоки, а оказалось, это были помидоры. Такие интересные, такие, ну, в общем, необычные, всех цветов. И фиолетовые, и какие-то черные. Обожаю, когда радуга из помидор. Ну вот это вот мы делали перевалку. Ох. Так, теперь... Вот, это перевалка, друзья. Перевалили из одного горшочка в другой горшочек. Так, теперь мы рассмотрим вопрос о пикировке. Вот. Пикировка – это получается, что мы рассаживаем помидоры, в основном мы помидоры, но вообще растения, берем из общей емкости, их отсюда вытряхиваем. Сейчас я его вытащу. То есть здесь несколько кустов они все вместе, вон как корни, корни уже вон как тут плетутся, да, корни. И они, несомненно, эти корни мы оборвем. Конечно, ну... Они будут оборваны. Как ни старайся, вот придется... Да, ну стараешься их... А знаете, я вот, когда в июне вот идет вот это, я прям вываливаю в огород это все, и как бы вот теперь смотрим, пикировка. Вот смотрите, корень длинный. Берем и корень прищипываем.
Почему? Самый длинный корень мы берем, прищипываем, Так. и тогда вот здесь вот начинают более активно развиваться боковые. Это у меня грунтовые помидоры, они росли на земле, поэтому вот они еще маленькие, я их посадила попозже. И вот это вот будет называться пикировка с обрыванием кончика корня. И теперь мы его садим в посуду. Дайте мне вон оттуда стаканчик. Так. Вот этот Один стаканчик нам хватит. Они здесь в стаканчики пойдут сначала, Они да? пока пойдут в стаканчики, потому что Чтобы корневая система у них развилась. Если посадить в эту глубокую посудину, что произойдет? да просто места нету. Можно и посадить, но ему там будет сложнее ее осваивать, он ее все-таки будет то дольше есть он осваивать. растеряется и как-то. Да, он вот здесь вот более будет чувствовать более себя компактно. увереннее. Да. Тут более компактно, ему меньше времени надо эту территорию-то освоить. Ну все, мы больше, наверное, это я дальше потом продолжу сама. Просто я показала саму суть пикировки. И мы их будем, я их потом рассажу сама. Теперь мы будем браться за баклажан и перец. А вот пикировка, смотрите, такой момент. Ну, например, сейчас очень у многих наверняка подросли или там, или примерно такого роста цветочки наши любимые. Точно так же, как и помидоры, можно пикировать нашу любимую петунию. Да, да? То есть как бы вот цветы. этот корень немножко его Укорачиваем. укоротить. Очень хорошо на такую операцию отзываются огурцы. У огурца же идет, когда вот семечко прорастает, и корень такой длинный один. И его раз прямо на треть отщипываешь. И после этого это семечко проросшее садишь. Тогда масса корней идет от боковой по поверхности для усвоения питательных веществ. Иначе корень у него просто как бы природа заложила, чтобы в глубину идти. Куда ему в глубину идти в теплице? Поэтому, чтобы корни развивались, процедуру эту проделываешь, и огурец очень отзывчив на развитие корней. Задача сейчас на данный момент у огородника – это работать над наращиванием корневой системы наших растений. Вот. Чем больше будет корневая масса, чем она мощнее будет, тем растению будет легче усваивать различные тоже воду, и различные вещества, которыми все будем питание подкармливать будет, это растение. Потому что все питание идет через воду. Влагу хорошо берут, значит, и хорошо будет поступать. Вот мы проделали вот этот путь, пересадили наши растения. Нужно его как-то полить сразу? Но я поливаю их, эти можно полить с раствором корневина, я поливаю, чтобы все-таки как-то им полегче было. До этого я еще их опрыскивала, брала вот циркон и пин вот такими вот, чтобы им легче было пережить. Это вот просто опрыскиваешь, и можно и после пересадки еще цирконом можно полить, потому что циркон, вот это вот вещество, оно хорошо усваивается корнями. И пин корнями не усваивается, его и только по листьям. Когда листовая масса маленькая, это вот там, он что там его возьмет? Стимулятор этот. А вот циркон под корни идет, и он как раз стимулирует развитие корневой системы. Можно им поливать, можно корневином любым раствор, если готовые есть. У меня вот готовые есть, я их после этого просто корневином все пролью и все. Так, мы помидор пересадили, по самые уши посадили. Теперь мы смотрим, как мы поступаем с перцем. Перцы у нас, они очень неохотно образуют вот тут корешки. Если его вот сильно заглубить, так как помидор по самым уши, он будет задыхаться, он не сможет там просто жить. И корневая система у него просто начнет... Перцы – это такие, знаете, очень нежные товарищи. Они нежные, они не любят заглубления. Такие вредноватые. Поэтому садим не глубоко. Так, а там вы что-то не отрезали? Нет, я у него ничего не отрезаю. У него, видите, мочковатая уже. То есть уже это не нужно? Тут мочковатая, она везде разрослась, корни. Ну, а если все-таки торчит? А если мы их садили вот так же, как помидоры в одну, и длинный корень только идет, видно, один длинный общий корень, самый длинный, прищипываем. Это тоже будет процесс пикировки. Прищипнуть. Да. Лишить его возможности туда тянуться. Перцы мы садим, но заглублять можно, но совсем чуть-чуть. В общем, семидольный листик, он должен так вот горделиво так возвышаться, да? Да, он должен возвышаться. Сильно над почвой.
В общем, это тебе не помидор. Это не помидор. И можно будет Или делать петуния. присыпку попозже, и чуть-чуть. Он возьмется, увидим, что растет, можно присыпать, как бы все-таки простимулировать образование боковых корней уже наверху. Вот я его чуть-чуть глубже сажу, совсем чуть-чуть. Вот надо же, да, такое короткое лето, и вот думаешь, боже мой, неужели вот когда-то из вот такой вот малютки Что-то будут, будет, да, какие-то урожаи. Что-то будет. Не 1 килограмм, а там десятки килограммов перцев. То же самое баклажанчик. У И него, баклажан. у него вот Вот. самый длинный, мы его тоже можем убрать. Но он, по-моему, тут сейчас сам оторвется, когда вот Так. такая пересадка, перевалка Тоже будет. уменьшили корешочек. Да. И вот баклажаны. Баклажану сколько уже? Он тоже в феврале посажен? Он в конце февраля посажен. Угу. В конце февраля. Вот это. То есть у Маргариты вылез. Васильевны вот здесь вот дома, да, вот у нее тут гостиная, но вся эта гостиная отдана всем вот этим замечательным растениям, будущему урожаю. На окнах, на все шкафы, все заставлено. Всё заставлено. И все под вот этими лампами, фитолампами. Кстати, а вы много платите за свет в связи с этими? Как-то они же все регулируются, освещение. Оно все А на ночь выключаете? Оно все на автоматах отключается. Отключается. Примерно во Отключается. сколько вы отключаете? Ну, у меня по 12 часов я рассаде даю свет. Все, 12 часов они должны спать. Оставляю круглосуточный для тех вот петуния, которые на свету всходят. У них круглосуточный свет, пока они немножко не подрастут. Потом просто сокращаю освещение, делаем день и ночь им. Баклажаны точно так же сильно не заглубляем, Так, потому что сильно он нет. И он не тоже любит. семидольный листик, он должен быть повыше, Да, да? он должен повыше, а тут они уже отпали, потому что они в этих стаканчиках тесно, они подсыхают, и они сами отпадают. Да. Вот, и мы закончили эту огородную. В общем, это у нас было... Вот мы сейчас пересадкой, перевалкой, да? Это мы делали перевалку. Да, перевалку перца, баклажана и пикировали или пикировали, помидоры. Мгм. Так, вот такая пикировка у нас предстоит со всеми растениями, которые растут в одной Мгм. И плашке. вот в этой плашечке, да, чем хорошо, вот в этой плашке они дружненько так вот, семечки же махонькие. еще и Вот, то и замечено, они, да. я перебиваю, но то замечено, что когда густо посеяно, они почему-то дружнее и всходят, потому что мы их не знаем, вот этот мир растений. Сейчас вот начинают изучать, что они вроде слышат, они видят, наблюдают, они через какие-то системы выходят на общение, и, видимо, они общаются между собой. У меня был интересный случай, что я вот садила, постоянно пыталась черемуху посадить, и я садила эту черемуху, кустик один посажу, и он, ну все вроде правильно, и он чахнет, кое-как перезимует и пропадает. Потом рассердилась, и где-то я нашла и посадила сразу 5 штук, и практически все в кучу. Я говорю, кто-то один выживет. А они же, как назло, все 5 и выжили. Пришлось их выковыривать и по расстояниям рассаживать, потому что они сильно пошли. Мощные, все 5 кустов и мощные. Вот теперь вот тут 2 куста, Дружненько. там 3 куста сидят. По двору рассадила их просто. Ну вот, друзья дорогие, имейте это в виду. Растения что, друг друга оказывается, слышат. Да. И нужно разговаривать с растениями. А, кстати, мы ничего не сказали, вот, типа, Ну, они здравствуй, слышат. дружочек. Ну, я так каждый день не делаю. Ну, как, говорю, вы тут у меня ночь коротали. Мы Особенно... надеемся на тебя, на Надеемся, хороший урожай да. от тебя. Так, следующие вот эти 2 растения, Ну, это у нас... это те же это ж помидоры. Это я уже потом пересажу, я уже это не буду делать. Теперь я Хорошо. еще коснусь вопроса Так. посадку. Мы здесь ее включим, просто вот клубнику. Мгм. Мы сейчас начинаем приобретать, у нас во всех магазинах везде это клубника. Клубника, это же с ума сойти, она же Можно стоит их туда бешеных денежек. Куда-нибудь отставить на Ой-ой-ой. этот. Если я на чтобы не- землю поставлю, в смысле, Да, можно на полу да? поставить. Потом мы их польем, они не страдают сильно от того, что мы их сразу не полили. И это туда тоже воткнуть в емкость. Вот так вот. Так, теперь у нас будет клубника. Так, вот тоже я землю приготовила. Землю у нас сейчас можно купить специальную, вот для земляники. Она под георгины и астры подходит, вот такая земля.
Я в такую землю в этом году посажу. Обычно я сажу тоже вот в такую. Ну, у меня земли маловато, я потом экономлю и выкраиваю. Купила и попробую посадить в такую. Купила я в нашей даче вот фриго Мурана. Ну, они вот совсем, видимо, совсем низкого класса. Ну, дешевые получаются, что-нибудь подешевле. Это клубника? Да, только один рожок у нее. Бывает мощный, несколько рожков более развитой, которые даст и больше плодов. Но это все равно, надеюсь, что-то даст. Вот я ее на ночь замочила в фитоспорине, потому что они без корней, безо всего и так и приезжают. У них ничего нету, они обсохли все. Теперь что я делаю с ними? Я смотрю, тут вроде корневая. Но она такая симпатичная, здоровенькая. Да, она здоровенькая. Корни все вроде в хорошем состоянии. Дело в том, что они еще как бы долго не хранились. Вот корешок тут есть такой, Вот, который... фитоспорин, он помогает нам... От бактерий. Да, и бактерии, и, в общем, профилактика всяких разных Теперь там вот что я делаю? Вот корневую часть я вот эти немножко удаляю. Так. И в эту землю буду ее корни надо. Ой, Вот корни, они оставили, не да. любят, чтобы корни загибались. Клубника очень не любит, когда ее садишь в горшок, и корни там как-то вот так ну да, заворачиваются. да. Их нельзя, они должны быть прямые. Ну так, конечно, как бы. Они ну, как так, растут, так да, и должны да. расти. Вот мы ее туда будем устраивать. Вот посиди-ка ты со скрюченными ногами. Да, конечно. Вот, целый Кому день. понравится Да, сидеть скрюченным. конечно. Сейчас я её этой же земелькой буду присыпать. А там лопаточка. А тут неудобно лопаточкой. Так, Надо в общем, вот так, это вот кустик, и от этого кустика потом пойдут усики. Да? но она усики, это вот такие сорта, которые усов-то сильно не дают. Но Мурана я даже что-то не поинтересовалась. У них такая способность, что они усик дают, он сразу цветет. Ну, в общем, вот этот кустик, скажем так, он будет экспериментальным, да, у вас в этом году? Ну, я их садила Вы когда-то, но я сажали? просто, да, были у меня. Ну, решили вы еще раз Ну, я попробовать. просто ничего другого не Дать было. шанс. Дать шанс я взяла. Я заказала себе Мара Дебуа, вот так получше клубника, мне больше она нравится. Ну, вообще, я не знаю, почему вот у наших огородников вот любовь к клубнике у некоторых просто доходит до какого-то маниакального такого вот. Так, теперь вот что у нас Весь у огород клубники. отдают под клубнику. Если мы помидор там или что-то немножко присыпали, Так. все, клубника совершенно не любит, когда мы вот эту серединочку присыпем. Нам главное корешочки только прикрыть. Понятно. Корешки прикрываем. Лучше она пусть будет немножко выше. Мы ее польем, посмотрим, как она земля осела. Можем подсыпать То есть под вот нее. этой же водичкой, вот, ну, как Да, бы я той же симбиотой. там, с этим. Тут можно имбиоту, можно фитоспорин. Вот имбиота. фитоспорин у вас больше. Я тут фитоспорин делала, у меня просто не моя бутылка. Поставила ее сюда, чтобы сказать, что можно имбиотой. Ну вот и все. Вот. И, вот. И Значит, главное, смотрим, чтобы сердечко было не засыпано. Теперь самое главное, чтобы эту клубнику не держать в тепле. Вот мы ее рассаживаем. У нас все сразу на подоконник посадить. После подоконника вы ее на улицу вынесете, она будет болеть. И пока она там сейчас- болеет, поллета пройдет. Я ее сейчас вот так посажу. Сейчас я ее отнесу вот в холодное помещение. Ну, лучше бы в теплицу, но в теплицу у нас эти дни опять минус 15. Я опять бегать должна, что ли, за ней, чтобы ее закрывать, открывать там. Поставлю в холодное помещение, где ночью у меня где-то градусов 10 по ночам. И она там себя будет прекрасно Это чувствовать. где, в бане или где? Ну, у меня в старом доме, мы туда пойдем еще с яблоней познакомимся, Так, с понятно. колоновидкой. И там у меня уже стоят растения. Ну что, дорогие Ну, вот друзья, это вот все по огородной части. дорогие друзья, но сейчас мы подведем итоги. Сегодня мы говорили о... Пикировки и перевалки рассады. Как это сделать правильно, чтобы растения не страдали, чтобы как бы было удобно и нам в то же время, и было удобно и растениям, чтобы не забывали мы и о себе тоже. И это чтобы позволило растениям развить хорошую корневую систему. Это залог хорошего урожая. И еще Маргарита Васильевна нам показала, как правильно посадить корешочек клубники. Клубничку. Так что, друзья, будем пробовать.